По очень древней дороге я пробираюсь. Тут уже вообще все заросло. Сейчас, наверное, в радиусе 10 километров уже вокруг меня нету населенных пунктов. Отдыхаю в деревне Васипиево. Это уже Ярский район. На третий день моего пути я снова вышел на асфальт. Уже даже было соскучился по нему, потому что очень много шел по коротким дорогам, по полям, по лесам. Это деревня Зянкино. А вот и моя речка. Шустрая, да еще и чистая. Что-то так я устал сегодня, что, блин, не знаю даже. Сейчас отдохну где-нибудь на остановке, там глядим, дальше идти или здесь остаться. Кажется, сегодня я буду спать под дождем в Ульяновском районе. Смотрите, какие тучи ходят. Вот там уже дождь идет, а вот здесь туча надвисла. Как раз я сейчас иду в ту сторону. Как бы мне не пришлось вброд переходить эту речку, решил я немного срезать, километров 5-7. Но кажется, придется все-таки идти до моста. Я подхожу в деревню Укан. Только что прошел через речку Лекма. Сейчас поднимаюсь на холм. Дошел я до Укановского храма. Рядом с ним еще находится памятник воинам, павшим в Великой Отечественной войне. Спасская церковь называется. Находится в очень живописном месте на холме. В очередной прекрасный воскресный день я дошел до Яра. Ну все, друзья, я добрался до Яра. Тут самая вкусная малина, которую я только что собирал возле дороги. Прямо. В чем плюс, что многие тут не собирают ее, а я вот набрал себе на ужин. Второй день беру. И кажется, мне удалось договориться насчет жилья на пару дней в Доме культуры. Недалеко от центра, вот здесь за Домом культуры, находится стадион, на котором проходили первые сельские спортивные игры. Стадион уже такой, немного в запущенном состоянии, не эксплуатируется. В Яр нужны новые сельские игры. Поселок образовался от железной дороги. Сибирский тракт. Это северная ветка, которая берет начало с Санкт-Петербурга. В 1895 году по указу Николая II здесь пролегла железная дорога от станции Пермь до пристани Котлас. Ну, я в Васипиево был. Тут Шамардан. Угу. Вот я на Васипиево пришел, потом сюда, в Ладошур. Ворцу я обошел и вот в Зянкино ночевал. Владивосток 8470, 41 рубль. Ну, раньше вот такие на эти кнопочки, например, для часовой, как нам ехать. Вот. Ну, а здесь, да, вот фонари, которые использовали путейцы. Это дефектоскоп, который вот ставили на рельсы, одевали вот так вот наушники и проверяли, если на рельсах трещина образовалась, это писк идет. А вот это что за устройство? Ну, это тоже телефон переносной, как рация. С раскопок у нас уже 6-й год в Ярском районе проходят археологические раскопки, раскапывают достаточно крупное городище Очкакар. Вот это вот традиционное плетение, оно как бы везде оно встречается, послойные, веревочки, вот эти косички. Например, если круглые донышко сперва плетем. Вот поставили плели с обруча сверху, а мы плетем снизу донышко, и потом вот видите, поднимаю плетение, это основа. Ну, вот это обережная кукла, да, насколько я знаю, вот такие вот подобные. Вот эти вот изделия, вот, одни из самых первых вот, костюмы, которые мы начали воссоздавать уже, используя вот старинные вот, мотивы вышивки. Это вот тоже вот мужская вышивка, нагрудник. Вот у нас южный вариант кукол, и это северный.
Вот если посмотреть, то северный вариант, видите, они больше такие белые одежды. Это плетение из корней. Вот мы тоже в экспедиции ездили, изучали. Ну что, я на легендарном Пуденском пруду. По разным данным, он то ли третий, то ли четвертый у нас в республике по размеру. Василиса, привет. Здесь свой собственный остров, даже говорят 3 острова. Раньше они были благоустроены. Райский уголок, на котором было бы здорово пожить. Тихое, уединенное место. Красота. Старинное здание школы в Пудене. Фундамент вообще. Смотрите, как сделано. Таких огромных размеров.